указы, они настолько полезны сегодня и нужны оказались, потому что это поможет, включительно до 2024 года, решить очень многие проблемы, которые стоят у субъектов. Завершилась. Глава Ингушетии принял участие в пресс-конференции под руководством полпреда президента Александра Матовникова. Я думаю, что и задачи будут поставлены перед нами, региональным министерством и Институтом повышения квалификации, все-таки в первую очередь подготовить наших преподавателей. Нововведение в сфере образования. ЕГЭ в 2022 станет обязательным. Почему и насколько это целесообразно, обсудили сегодня в Магасе. Я на выход. Есть? Подождите, куда вы? Вы же не доели. В Ингушетии проходит театральный этнокультурный проект «Легенды Ингушетии». Показ спектакля «Паспорт» посетила и наша съемочная группа. Это военный мундир Приваса Фрабекова Арсавича, полковника пограничных войск. Он был передан в наш музей родственниками нашего героя. Храбрость, мужество и отвага у них в крови. Готовимся отмечать День Героев Отечества. Расскажем об экспозиции в Музее краеведения Ингушетии. Я боксирую в финале, и я должен выиграть эти соревнования, чтобы выехать на чемпионат России. И это еще один шаг к моей цели. Я хочу выполнить норматив мастера спорта России. Борьба за выход в финал. Во Дворце спорта Магас продолжается всероссийский турнир по боксу. Итог 4-го дня соревнований в этом выпуске. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. Двухдневный обмен опытом и обсуждение основных проблем средств массовой информации. Махмуд-Али Калиматов принял участие в пресс-конференции под руководством полпреда президента России в СКФО Александра Матовникова. Встреча прошла в рамках главного медиасобытия СКФО 7-го форума СМИ, который в эти дни принимала Махачкала. На площадке форума прозвучали вопросы социально-экономического развития субъектов, входящих в состав округа. Махмуд-Али Калиматов в беседе с представителями медиасообщества рассказал о реализации нацпроектов в Ингушетии, успешных и проблемных сферах. Глава Ингушетии отдельно остановился на нацпроекте «Демография», в частности, на мерах, направленных на перспективу. Так, по его словам, в регионе действительно высокая рождаемость, но и статистика детской смертности на сегодня составляет 6,8%. Проекты реализуются в действительности. Каждый объект из них для людей. Есть определенная цель, есть определенные вопросы, которые мы решаем уже сегодня. Большое внимание уделяется и культурным объектам, а также для детей в части школ, больниц. Специализированная больница у нас введена в строй. Указы, они настолько полезны сегодня и нужны оказались, потому что это поможет включительно до 2024 года, решит очень многие проблемы, которые стоят у субъекта, конкретно Республики Ингушетия. Я думаю, у нас это получится. У нас, естественно, готовится к 75-летию очень серьезно. В одной станице, это станица Вознесеновская у нас, с 904 года там школа, в коридоре школы такой щит, там фотографии 8 молодых женщин в летной военной форме. 2 из них герои Советского Союза со звездами. И там написано, что девушки Вознесеновки защищали Малгобекское небо от фашистов. То есть мы сейчас поручение вот так выработали в Министерстве культуры, сейчас занимается найти их родственников, откуда они. Люди должны знать героев. Это важнейшее воспитательное, патриотическое мероприятие. Оно непросто, потому что вы же понимаете, какое внимание люди, руководство страны, президент сам, но люди-то как к этому относятся. В Совете Федерации предложили выровнять зарплаты учителей по всей России. Правда, как отметили авторы инициативы, для этого требуется создать общероссийскую систему оплаты труда преподавателей. В России сейчас нет единой системы оплаты труда, и фактически за одинаковую работу преподавателям в разных регионах платят по-разному. Местами даже в 2 раза ниже положенного. Такое положение дел совершенно недопустимо, поскольку каждый учитель, если вести речь об общем образовании, реализует единый федеральный государственный образовательный стандарт и должен за свой труд
получать оплату, рассчитанную на основе единых принципов, заявили в Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Сами учителя также поддерживают идею, но одним только принятием закона не обойтись. Для реального запуска инициативы потребуется целый пакет изменений. Единый государственный экзамен по английскому и прочим иностранным языкам станет обязательным для всех выпускников в 2022 году. Однако уже в следующем, 2020, его, вероятно, будут пробно сдавать выпускники школ. Сам экзамен не претерпит изменения по сравнению с нынешним ЕГЭ. А вот целесообразность нововведения обсудили в Магасе. На дискуссионной площадке собрались представители Министерства образования, директора школ и преподаватели английского языка. Подробности в материале Жаридат Халухоевой. Английский язык – дисциплина, которую обычный школьник изучает на протяжении 10 лет, начиная со 2 класса. Казалось бы, за это время можно выучить его на неплохом уровне. Однако новость о том, что ЕГЭ по английскому станет обязательным, вызвала множество негативных откликов, как со стороны школьников, так и родителей. Это связано с тем, что большая часть из них не понимает, зачем нужен еще один обязательный экзамен, если ученик не хочет связывать свою жизнь с лингвистикой или международными отношениями. Вот только представители службы по надзору в сфере образования и науки спокойны и уверены в своем решении. И на это у них достаточно оснований. Если Министерство просвещения Российской Федерации принимает такое решение, естественно, мы, субъекты его, поддержим. Мы в любом случае будем идти по данному направлению, пути. Но все-таки я думаю, что и задачи будут поставлены перед нами, региональным министерством и Институтом повышения квалификации, все-таки в первую очередь подготовить наших преподавателей. Потому что если они их не обучат, детей, они не справятся, и будет серьезная проблема. Официальная позиция Министерства просвещения такова. Английский – это международный язык. И в мире, настроенном на глобализацию, навык общения с представителями других культур особенно актуален. Поэтому каждый ученик, получивший образование, должен уметь понимать английскую речь и изъясняться на ней. Именно развитие навыков и является целью введения обязательного экзамена по этому предмету. Человек может путешествовать по всему миру со знанием английского языка. Это будет здорово, конечно. Ну, надо все это как делать. Плюсы, так и минусы. Есть и большие плюсы, и минусы. Плюсов нововведения больше, чем минусов, считает и Эльмира Гезгиева, преподаватель с более 10-летним стажем работы. Она учит английскому 8 и старшие классы. Именно ее ученики в 2020 году будут сдавать пробный ЕГЭ в качестве обязательного предмета. Если экзамен будет разделен на базовые и профильные уровни, справиться с ним сможет любой среднеподготовленный школьник. В прошлом году у нас было 4 ученика из 34 выпускников. Они сдали, получили более 80 баллов. И это при том, что они не ходили к репетиторам, а они занимались с учителем с нашей школы. То есть можно подготовить даже без репетитора, если будет систематическая работа со стороны учеников и со стороны педагога. Положительную динамику по сдаче иностранного экзамена в регионе отмечают и представители Министерства образования. Если сравнивать только за последние 3 года, общее число школьников, выбравших ЕГЭ по английскому языку, составляет около 500 человек. Результаты их аттестации предмета более чем утешительные. В 2017 году они преодолели минимальный порог 32 человека, и 17 человек получили от 80 до 100 баллов. Также в 2018 году это было 16 человек, и 11 человек высокие баллы получили. И, наконец, 2019 год не преодолели порог уже только 5. Вместе с тем, как считают собравшиеся, с нынешней системой изучения английского языка в школах получить максимальный балл возможно только дополнительными занятиями или при помощи репетитора. Но и рассчитывать на самостоятельную инициативу школьников, занятых подготовкой к обязательным предметам, не приходится. Поэтому необходимо менять саму систему образования. То есть дети не говорят, дети зубрят, дети слушают, что им объясняют. Они приучены строго выполнять те задания, которым их учат. Все. То есть у нас очень большая потеря идет именно в части speaking. Что касается учебников Spotlight, проработав в гимназии по учебнику Starlight, огромный разрыв именно вот в этой части.
Основные вопросы, возникающие в связи с предстоящими переменами в аттестации, заключаются в том, как готовиться к ЕГЭ по английскому и будет ли меняться обучение в течение года ввиду новых нововведений. Пока трудно сказать, какими будут задания по этому предмету, но присутствующие не исключают, что он будет поделен на базовые и профильные уровни. У нас много прекрасных преподавателей, действительно, которые ведут на высоком профессиональном уровне этот предмет, владеют интересными методиками преподавания и так далее. Но будем говорить о сельских школах. Их у нас недостаточно. Нет дидактического материала в надлежащем виде, нет педагогических кадров. Дисциплина и хороший учебный материал помогут качественно подготовиться даже за 2 года, подводит итог на встрече. Выучить иностранный язык в школе непросто, особенно когда мотивация у детей невысокая. Но учителя и родители должны понимать, изучение английского нужно не только тем, кто связывает с ним свою будущую профессию. Язык международного общения позволяет уверенно чувствовать себя в любой ситуации, развиваться интеллектуально и профессионально. Поэтому введение обязательного экзамена по английскому можно считать хорошей новостью. Шарадат Хулхоева, Магомед Белакиев, Новости 24. С 30 ноября по 7 декабря в Ингушетии проходит театральный этнокультурный проект «Легенды Ингушетии». Суровые морозные дни февраля 1944 года легли в основу драмы «Паспорт». Актеры Русского музыкально-драматического театра в очередной постановке наглядно продемонстрировали, как депортация поделила судьбу народа на «до» и «после». Показ спектакля прошел в Джарахском районе. О впечатлениях зрителей расскажет Дана Плиева. Подождите! Подождите, куда вы? Вы же не доели! Тот холодный февральский день 1944 года стал самой тяжелой датой в истории нашего народа. Депортация в Среднюю Азию и Казахстан на 13 долгих лет. Все тяготы и лишения спецпереселенцев через историю одной семьи передают актеры Русского музыкально-драматического театра. Нина Георгиевна, мы исполняем указ Президиума Верховного Совета СССР о выселении ингушского народа. Вы не ингушка. Вас это не касается. Сюжет построен вокруг истории русской девушки Нины, которая вышла замуж за ингуша и разделила все тяготы репрессий вместе с семьей мужа. Срежешь 25 минут времени вам на сборы. Сидоренко! Я стариков от них не брошу. Куда они, туда и я с ними. Помоги! 23 февраля 1944 года поделил ее жизнь на «до» и «после». Смерть дочери, а затем и родителей мужа. И для того, чтобы стать свободной, ей нужно всего лишь принять предложение коменданта, поменять паспорт и вернуть себе девичью фамилию – Васильева. И будешь ты с этим новым, чистым паспортом, вольная, как все мы. Это мое последнее тебе предложение. Но красавица Нина, тем не менее, не хочет предавать свой выбор. И в этом, по мнению Зары Базоркиной, кроется человечность и преданность семейным ценностям. Мне ее предать. Муж. Все на ваш чистый паспорт поменять. Считаю, только очень мужественные люди, мужественная женщина может пойти на такое. Она могла спокойно остаться и жить и так далее. Но она пошла до конца со своим мужем, со своей семьей. Это, мне кажется, такое вот настоящее человеческое решение. Через какие суровые испытания прошли наши предки и при этом сумели сохранить национальное достоинство, традиции и язык. Показать зрителям это непростое время удалось благодаря этнокультурному проекту «Легенды Ингушетии». Его инициатором выступил Микаэль Базоркин. Идея, зародившаяся еще в начале года, стала реальной благодаря поддержке Министерства культуры как России, так и Ингушетии. Сама пьеса, поставленная около 8 лет назад, давно стала одной из визитных карточек театра. К тому же за основу ее написания взята реальная история одной женщины. На мой взгляд, эта женщина достойна того, чтобы о ней рассказать подробно, и достойна того, чтобы ее подвиг стал легендой. Потому что, мы же понимаем, что когда происходит трагедия с народом, это страшно, ужасно, но это боль этого народа. А когда кто-то, который мог бы остаться в стороне, погружаются в эту боль и разделяют эту боль добровольно, это подвиг.
И о таких подвигах забывать нельзя. Декорацией артистам служит средневековая архитектура и природа Жейрахского района. Она будто погружает самих артистов и зрителей в тяжелую картину непростого быта и тягот, пройденных нашими предками. Под конец пьесы традиционное прощание со зрителями, чествующими всех актеров заслуженными овациями. Я смотрела спектакль второй раз. Первый раз он был в самом театре, в драмтеатре. Но сегодня погода, эти условия, горы, окружение, это все вместе передали общую картину тех трагичных дней для нашего народа. Еще раз благодарю и всю группу, команду, что выбрались и показали. И, знаете, наверное, это нужно не мертвым, а в первую очередь живым, чтобы мы помнили об этом. Проект «Легенда Ингушетии» посвящен Году театра в России. Идея, как надеется автор, продолжится и дальше. В будущем его планируют преобразовать в этнокультурный фестиваль, на который будут приглашать и другие регионы Северного Кавказа. Дана Плеева, Новости 24. Забыв про очереди к кассе, вовремя оплатить за газ отныне можно, не выходя из дома. «Газпром» Межрегионгаз Назрань информирует жителей об услуге «Личный кабинет». Удобно и надежно. По словам специалистов, процесс занимает всего лишь несколько минут. Электронный чек прилагается. Счет также можно оплатить, даже не имея доступа в интернет. Как это сделать, расскажет Идрис Ижиев. Покупка одним касанием карты, а можно и без нее. Например, с мобильного приложения на телефоне оплатить товар или осуществить денежный перевод. Минимум комиссии и очередей, а главное – комфорт. Уже треть россиян полностью перешли на безналичный расчет. «Газпром» также позаботились об удобстве жителей, разработав услугу «Личный кабинет», с помощью которой можно без особого труда контролировать свой лицевой счет, а также оплачивать потребление газа, не выходя из дома. mrgnazrань.ru. Открываем сайт. Здесь в правом верхнем углу личный кабинет, оплата за газ. Здесь, у кого нет учетной записи, мы производим регистрацию. После регистрации мы подвязываем свой лицевой счет. Подвязываем лицевой счет, и после всего этого вид личного кабинета должен быть вот таким. Услуги, долг, показания счетчика, история оплаты, история взаиморасчетов и способы оплаты через банковскую карту. Ваха Картоев одним из первых перешел на цифровой контроль ЖКХ. Экономия времени – не близкий путь до отделения «Газпрома». Главные причины перехода Вахи на электронные платежи. Долгие стояния в очередях и выяснение причин задолженности теперь в прошлом. Вся информация об оплате находится у него в телефоне. А оплатить счет можно со смартфона или в любом банкомате республики. Естественно, это удобнее, и для абонентов это комфортно. Для тех, кто даже работает, не может прийти на территориальный участок, это удобно очень. Через телефон онлайн можешь зайти и показания сдавать. У цифрового коммунального счета масса преимуществ. Одно из них то, что для контроля расхода газа не нужно стоять в очередях и сохранять квитанции оплаты. Все, что нужно гражданам, иметь под рукой электронный гаджет, компьютер или телефон, проверить остаток и погасить задолженность. Но на данный момент, вот, по моей информации, где-то порядка уже более 10 тысяч уже успешно пользуются нашим приложением, производят и оплаты. Иногда при каких-то сбоях, какие-то моменты, именно неполадки в программе бывают, недоработки. Нам обращаются жители, мы как можем оперативно реагируем, вносим изменения. Все на благо жителей, для их удобства. Оплатить счет можно различными способами – банковской картой, переводом или электронными кошельками. Однако бывает такое, что человек не владеет смартфоном или ПК, или не имеет доступа в интернет. Сотрудники «Газпрома» учли и это, предоставив еще более легкий способ введения лицевого счета. Потребители газа могут передавать свои показания через СМС-сообщение на номер 964 059 04 04. С каждым годом число жителей, переходящих на цифровые платежи, увеличивается. Онлайн-запись на прием к врачу, консультация в банке, не выходя из дома, а теперь и мгновенная оплата ЖКХ. Эти услуги позволяют жителям контролировать не только свой бюджет, но и экономить драгоценное время. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.
Заслуженный мастер спорта России. Такое почетное спортивное звание присвоено ингушскому борцу Мусе Ивлоеву. Муса – двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, неоднократный победитель всероссийских, всемирных, международных спортивных соревнований и турниров. Одно из последних достижений – победа на Всемирных военных играх в Китае, куда съехались более 10 тысяч участников из более чем 100 стран мира. Сейчас Муса Ивлоев готовится к участию в летних Олимпийских играх 2020 в Токио. Они вписали свои имена в героическую летопись и остались в памяти народа бесстрашными воинами. 9 декабря в стране будут отмечать День Героев Отечества, чествовать своих героев. Отважным офицерам, участникам различных сражений в годы войны и сотрудникам органов правопорядка, погибшим при исполнении служебных обязанностей, посвящена экспозиция в Музее краеведения региона. О героях-ингушах репортаж Тамары Хашагульговой. Мужественные и отважные. В Музее краеведения увековечены те, кто жертвовал собой ради других. Золотыми буквами в истории целого народа выбито имя Мурада Оздоева, легендарного летчика краснознаменного истребительного авиационного полка 315-й Рижской истребительно-авиационной дивизии 15-й воздушной армии 2-го Прибалтийского фронта. Обломки истребителя, на котором Мурад совершал свои боевые подвиги, представлены в зале боевой славы. Он был командиром звена своего полка и за весь свой боевой путь совершил 248 боевых вылетов, сбил 8 самолетов. Он участвовал в таких операциях, как Брянское, освобождение Белоруссии и Украины, также на Первом Прибалтийском фронте. В 1943 году его наградили орденом Красной Звезды. В наградном листе сказано то, что он в бою проявил бесстрашие и сбил 2 самолета. В 1944 году его наградили орденом Красного Знамени. И таких было много, разных и в то же время похожих в своем стремлении быть отважными защитниками Родины. Сафарбек Плеев – защитник Брестской крепости и участник Курской битвы. В этом году ему бы исполнилось 100 лет. Участник многих решающих сражений, в том числе и в Курской битве, во время которой наши войска отразили наступление противника и создали условия для успешного перехода в контрнаступление. Он сражался в Великой Отечественной с самого ее начала. Это военный мундир Плиева Сафарбека Ларсавича, полковника пограничных войск. Он был передан в наш музей родственниками нашего героя. И наград у него 2 ордена Красного Знамени, 2 ордена Красной Звезды, медаль за боевые заслуги, медаль за победу в войне над Германией. Также такие знаки отличия, как значок гвардии, то есть он гвардии полковник. И примечательно тот факт, что в 2005 году на 60-летие Победы Владимир Владимирович Путин лично вручил ему награду «Знак почета». Славные героические традиции предков продолжают потомки, ныне живущие или безвременно ушедшие из жизни. Золотая звезда Героя России. За 27 лет существования ее удостоились более 1000 человек. Подполковник ФСБ Алихан Калиматов в их числе. Добытые им оперативные материалы неоднократно напрямую докладывались руководству Федеральной службы безопасности и всегда носили четкий и выверенный характер, объективно отражая политическую, социальную и экономическую жизнь Северного Кавказа. Он внес огромный вклад в дело обеспечения безопасности страны. Смелый и мужественный. Он был настоящим патриотом. За успешное выполнение специальных заданий на территории Северного Кавказа он дважды был представлен награждению ордена мужества. 12-й раз в новейшей истории России страна отметит День Героев Отечества, возрожденная в 2007 году. Дореволюционная традиция. Ведь память о подвигах не меркнет. Надо отметить, что этот праздник идет с давних времен. Учредила этот праздник Екатерина, императрица России Екатерина II. И был утвержден День Георгия Победоносца и орден. Богатство любого народа – его люди. И не просто люди, а настоящие герои. Они совершали подвиги не ради медалей и орденов. Они рисковали собой ради спасения других. Воля и храбрость была у них в крови. Сколько судеб, столько и историй, имен и подвигов. Герои Советского Союза и России. Примеры доблести, на которых воспитываются поколения. Тамара Хашагульгова, Джамалил Тамасханов. Новости 24.
Уже завтра станут известны имена победителей всероссийского турнира по боксу класса А памяти первого героя России Суланбека Асканова, который проходит в регионе. Ингушетию на соревнованиях представляют порядка 40 боксеров. Соревнования проходят во Дворце спорта «Магаз». Всего заявлено около 70 участников из регионов СКФО и других субъектов. В четвертый день турнира накануне проходили полуфинальные поединки. Слово нашему спортивному корреспонденту Харуну Аздоеву. Остались считанные бои, и за выход в финал турнира состязались сразу 12 ингушских спортсменов. В зале Дворца спорта «Магаз» царит впечатляющая атмосфера, ведь наша публика отличается как раз этим. На кону соревнований не только звание лучшего боксера турнира, но и места сборной республики на предстоящих чемпионатах. Уровень мастерства боксеров, впрочем, как и их амбиции, очень высоки. В первом полуфинальном поединке весовой категории 60 кг Тимирлану Плиеву противостоял один из самых опасных соперников турнира. Для ингушского бойца победа в этом бою была очень важна, и он сделал все возможное для этого, и даже немного больше. Этот поединок был принципиален. Мне нужно было обязательно выиграть этот поединок, этого соперника победить и заодно выйти в финал. Я боксирую в финале, и я должен выиграть эти соревнования, чтобы поехать на чемпионат России. И это еще один шаг к моей цели. Я хочу выполнить норматив мастера спорта России. Я готовился к этим соревнованиям утром и вечером. Тренера все готовили меня. Поддержка была мощная, близкие друзья все пришли поддержать меня. И это чувствовалось. В соответствии с решением судейской коллегии также будут присуждены специальные награды в номинациях за лучшую тактико-техническую подготовку, за волю к победе и за самый красивый бой. Высокий статус этому турниру придает в первую очередь боксерский состав. К тому же финал обещают быть межрегиональным, что несомненно добавляет еще больше интереса к этому спортивному мероприятию. Класс показывает хороший, тут уже подготовленные приехали ребята, тут кандидаты в мастера спорта выступают, где-то даже мастера спорта есть, поэтому класс очень высокий. Турнир на уровне. Организация турнира очень всем нравится, нашей судейской коллегии нравится. Все очень достойно. Один из самых конкурентных боев полуфинала стал поединок между двумя еще ни разу не проигравшими по ходу турнира боксерами Ахмедом Атиевым и победителем прошлогоднего турнира памяти Ислама Тимурзиева Ахмедом Кокохоевым. Оба спортсмена показали высокий класс и несгибаемую волю, но чаша судейского решения склонилась в пользу воспитанника Малгобекской школы бокса. Изнурительные тренировки сказались в начале поединка для Матиева, но боксерский характер сделал свое дело. За ночь скинул 3-3,5 килограмма. Ноги вообще не работали. Бой удался как-то так. После первого раунда я уже знал, что я проигрываю, так как ноги вообще не работали с первого раунда. И в втором раунде, я не знаю, как-то смотивировался, так. И второй, третий взял. Вот уже 115 лет, как бокс имеет статус олимпийского вида спорта и на сегодняшний день входит в топ-10 самых популярных видов спорта на планете. Вместе с болельщиками и фанатами в зрелищную и эмоциональную атмосферу любительского бокса погрузился победитель Олимпиады в Пекине Рахим Чаркиев, который поделился с нами увиденным на этих соревнованиях. У нас в боксе очень много последователей именно Чапановской школы бокса. И если они выходят на ринг, учеников Чапановской школы, то это бывает заметно, это бывает видно, и это радует глаз. Эти бои бывают бескомпромиссные, они бывают яркие по своему накалу. Главным боем вечера нельзя назвать какой-то конкретный поединок, но особо запомнилось противостояние между Зурабом Арчаковым и Артемом Киселевым, представляющим на этом турнире Чеченскую республику. Боксеры дрались на пределе своих возможностей, но в полуфинал войти может только один, и, к сожалению, для ингушских фанатов им стал не хозяин ринга. Настраивался совсем на другого соперника, потому что мне сказали до боя, что соперник слабенький, туда-сюда. Настроился на слабого соперника, в итоге после первой пропущенной плюхи понял, что он из себя представляет, пацан темповой на характере, вывозил бой. Но слава богу, что выносливость у меня тоже есть, в большом количестве ее хоть отбавляю, потому что каждый раз бегаю кроссы, каждый раз занимаюсь физической подготовкой. В общем, слава богу за все, что забрал эту победу. Благодаря таким турнирам у нас есть возможность развивать бокс в регионе и выявлять талантливых бойцов республики, которые в заключительный день соревнований получат возможность доказать свое превосходство. Харун Аздоев, Джамалел Тамасханов, Новости 24.
Боксеров готовят в физкультурно-оздоровительном комплексе Сунжи имени Дзаурова. Помимо этого вида спорта там занимаются дзюдо, карате и борьбой. Но условия оставляют желать лучшего. Построенный в конце прошлого века спорткомплекс не отвечает современным требованиям. Объект сегодня с инспекцией посетил исполняющий обязанности министра по физической культуре и спорту Ингушетии Али Дашхаклоев. Об итогах проверки репортаж Микаила Тангиева. Сегодня Ингушетия может похвастаться на весь мир тем, что воспитала не один десяток выдающихся спортсменов во многих видах спорта. Из года в год ингушские атлеты становятся чемпионами России, Европы и даже мира. Все это во многом благодаря работе опытных тренеров и огромному желанию их подопечных зайти на высшую ступень пьедестала почета. Но на одном энтузиазме далеко не уедешь, если порой приходится тренироваться, так скажем, не в самых подходящих для этого условиях. Магомед Аздоев по индивидуальной программе готовится к предстоящим республиканским соревнованиям по боксу. Тренировкам в родном зале Сунжинского ФОКа он посвятил более 6 лет. И за все это время не раз становился обладателем высоких наград на различных турнирах по всей стране. Все бы хорошо, признается парень, но вот только некоторые ограничения мешают в полной мере реализовать свои планы на спортивном поприще. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Сунжа был построен еще в середине 90-х, и с тех пор здесь мало что изменилось. Мелкие косметические работы проводились не раз, но вот о масштабной реконструкции не было и речи по ряду всевозможных причин. Директор ФОКа рассказывает, что иногда приходится даже отменять занятия из-за частых перебоев с электроснабжением. Состояние ФОКа, так сказать, тут все видно. Неудовлетворительное состояние, требует ремонта, поскольку построен очень давно. Тут не хватает спорт-инвентаря для детей. Помимо этого, ребятам не хватает внутреннего помещения для тренировок, и приходится как-то ютиться в одном из 4 маленьких отсеков, отдельно отведенных для каждой спортивной секции. Нужно что-то менять, и поэтому с очередной рабочей инспекцией спорткомплекс посетил исполняющий обязанности министра по физической культуре и спорту Ингушетии Али Дашхаклоев. В сопровождении директора комплекса руководитель регионального Минспорта осмотрел зал, раздевалки, душевые, медицинский кабинет и остальные помещения. В ходе визита дирекции ФОКа были высказаны пожелания по устранению имеющихся недостатков. В свою очередь Али Дашхаклоев пообещал, что Министерство спорта республики сделает все возможное для устранения этих недочетов. Мы услышали и увидели сами воочию, конечно, какие здесь условия, что не хватает. Раздевалки, спорт-инвентарь, сама площадка для тренировочного процесса. Ознакомился и, соответственно, я думаю, меня услышат, и для этого я здесь и нахожусь. Будем применять какие-то меры. Подобные инспекции обещают и впредь проводить во всех спорткомплексах региона, так как от тех условий, в которых будут заниматься наши спортсмены, во многом зависят успехи и достижения в спортивной жизни республики. Микаил Тангиев, Магомед Дизигов, Новости 24. Ингушский студент 3-го курса Северокавказского института РАНХИКС Ислам Ахциев признан студентом года 2019. Ислам – руководитель студенческого научного общества, победитель и призер многочисленных краевых, всероссийских и международных научных конкурсов и конференций. Торжественная церемония вручения премии состоялась в Министерстве экономического развития России. В этом году в конкурсе приняли участие около 1500 студентов со всей страны, из московского кампуса и филиалов Академии. Ислам Ахциев, как победитель, теперь удостоен и стипендии губернатора Ставропольского края и премии «Студент года Ставропольского края». Благое дело, которое посильно практически каждому милостыне. Протянуть руку помощи нуждающимся предлагают сотрудники благотворительного фонда «Тешим». Так, сразу в нескольких супермаркетах региона проходит сбор корзин продуктов питания для малоимущих семей. Тему продолжит Рина Тичоева. Принять участие в богоугодной акции может любой желающий. Для этого необходимо посетить супермаркеты, где установлены корзинки фонда «Тешим», и приобрести продукты первой необходимости. Это молочка, различные крупы, чай, сахар, сливочное масло. Именно так вы можете помочь малоимущей семье.
Такие акции в супермаркетах города проходят не случайно. Большое количество людей помогает призывать помощи. Даже если из 30 человек 10 купят продукты первой необходимости, поужинать смогут несколько малоимущих семей, отмечают волонтеры фонда. Покупают неравнодушные жители здесь и бытовую химию, и даже игрушки детям. Фонд «Тешим» оказывает социальную поддержку на безвозмездной основе с помощью различных акций в пользу нуждающихся – сиротам, людям с ограниченными возможностями здоровья, малоимущим, многодетным семьям и людям преклонного возраста. Не жалейте свое время. Это несложно, наверное, зайти в магазин, взять что-то и положить тому, кому это нужно. Не забывайте, что на учете благотворительного фонда «Тешим» стоит порядка 7 тысяч благополучателей. 7 тысяч человек – это довольно нехилая такая цифра. 1500 семей нуждающихся, семей с низким материальным положением, семей, которые изо дня в день борются с различными испытаниями, которые выпали на их душу, в их жизни они появились, и, наверное, нам нужно быть немножечко мягче и поддержать их. Волонтеры фонда «Тешим» раздают посетителям продуктового магазина буклеты, проводят и разъяснительную беседу, помогают нуждающимся жителям республики с удовольствием. Отличительной чертой нашего народа является милосердие. Принять в акции участие решил и Хайрудин Плиев. Мужчина заполнил корзину продуктами. общем تحسني سميرو بنيتكي بيدنا رباشكا مؤلي ديال قيتم حطوالو نقاسنا ليلدش خلچا ديال رياس خلشون. Одной рукой даешь помощь, другой прикрываешь, говорят в исламе. Многие участники акции не хотят комментировать. Однако все понимают, как важно оказывать помощь и проявлять милосердие. Только за 1 час корзины здесь заполнились, и волонтеры фонда увозят пакеты в офис. Там по спискам будут определены семьи, которые в первую очередь получат продукты. Мы вышли с акцией, чтобы помочь нуждающимся. В корзину собирают продукты первой необходимости – мука, масло, молоко и крупы. Навстречу фонду в богоугодном деле идут и сотрудники продуктовых магазинов. Они охотно размещают у себя корзины с эмблемами и призывом о помощи малоимущим семьям. Берут макаронные изделия, муку, товары первой необходимости. Еще получается так, что хотят порадовать детишек и покупают соки, детские игрушки бывают, детские шоколадки берут. Вот такое, что чисто детское, тоже бывает наберут. В основном берут еду, которую могут люди быстро приготовить. Такие акции пройдут во всех магазинах республики, где установлены корзины фонда «Тешим». Если вы тоже хотите принять участие, не проходите мимо и купите любой продукт. Помогите тем, кто нуждается. Лида Сычоева, Магомед Дидигов. Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.